Иногда одно теплое слово поддержки может спасти человека. В этом уверены организаторы благотворительной акции «Письма поддержки. Ты сможешь». Суть проекта в том, чтобы обычные люди написали письма с добрыми и исцеляющими словами тем, кто сейчас проходит лечение от онкологических заболеваний. Больше месяца волонтеры собирали письма, и вот теперь вручили их адресатам. Евгения Розова тоже написала письмо поддержки. Наша акция как раз проходит к концу, она проходила весь февраль. Люди писали письма, наши девочки писали, участницы проекта письма, волонтеры писали письма вместе с детьми. У нас достаточно писем, есть рисунки детские. Участница благотворительного проекта «Ты сможешь» Елена Смоленцева везет необычные письма пациентам Коми республиканского онкологического диспансера. В яркой весенней коробке тепло, ободрение и много поддержки. Первой послание от волонтеров получила Наталья. На лечение она приехала из Вуктыла. «Все будет хорошо», сразу бросилась в глаза. «Конечно, будет», смеется Наталья. Она искренне верит в силу оптимизма. Жизнь после такого диагноза, она как-то идет до и после. И вот осознание того, что действительно оптимизм, и да, что этого тебе не хватало до, вот ты этого не использовала, когда у тебя все было хорошо. И только сейчас понимаешь, как чего ты лишилась, что это действительно очень важно. И не только к самому себе, а и к своим близким, к своим родным, к своим соседям и так далее. Вот действительно оптимизм. И самое главное, не все будет хорошо. Это будет когда-то, а все идет хорошо. Письма написаны от руки, чтобы максимально передать добрую энергию. Из разных городов Коми и даже соседних регионов. Поддержка тех, кто уже справился с онкологией, тем, кто пока еще на пути к исцелению, особенно важна. Это подтверждают и врачи. Душевный настрой пациента однозначно повышает шансы на выздоровление. Психоэмоциональная поддержка наших пациентов – это очень важно, поскольку настроение позволяет улучшить самочувствие пациентов, ну и, соответственно, продлить жизнь. На постановке диагноза, на моменте лечения жизнь не заканчивается, что существует большой пласт жизни дальше, после того, как они выйдут из стен учреждения. Дорогой друг, мы живем с тобой в одной республике на севере. Это значит, у нас сильный и стойкий характер, это точно. Я верю, что ты справишься, и все у тебя будет хорошо. Посылаю тебе лучи добра, верю в тебя, ты сможешь. Очень хорошее послание. Лариса Федорова и сама не теряет присутствие духа, и соседей по палате ободряет. Автор песен под гитару из Усогорска сразу же обменялась контактами с волонтерами. Вот так и пополняются ряды благотворительного проекта «Ты сможешь». Год назад все началось с 3 женщин, которые, поборов болезнь, решили помочь и другим. Теперь в проекте 500 человек и 2 города – Сыктывкар и Ухта. Мастер-классы, встречи с психологами, да просто смех за чашкой чая. А теперь еще и письма поддержки. Эту акцию решили сделать традиционной, ведь в каждой семье должны быть свои традиции. А сообщество «Ты сможешь», по признанию участников, за год ею и стало. Дружной, любящей и поддерживающей семьей. Евгения Розова, Олег Костромин, телеканал Юрган.